Скандал с нищими туристами в Абхазии принял неожиданный оборот. Местные жители массово выходят фотографировать пляжи, обвиняя российских туристов в том, что те превращают курорты в помойку. Но их план на месте может обернуться настоящей катастрофой. То, что началось как попытка защитить честь республики, рискует оставить целую отрасль без будущего. Жители Солнечной Республики, привыкшие зарабатывать на российских туристах, не смогли переварить громкий скандал. Все началось с того, что сотрудница Министерства туризма Кристина Лакербая заявила: туристы за 300 рублей республике не нужны. Чиновница жаловалась, что приезжие покупают дошираки вместо сувениров и местной сельскохозяйственной продукции, стоят в очереди за бесплатной водой в отелях, но на улице ничего не покупают. Скандал дошел до российских властей, и Лакербая потеряла работу. Но в самой Абхазии решили не сдаваться. Вместо извинений местные жители развернули контратаку. Видео с уликами. Сотрудник гостевого дома в Пицунде записал ролик, ставший вирусным в соцсетях. Держа в руках единственную пустую упаковку от лапши и несколько бутылок, мужчина обрушился на российских туристов с обвинениями в загрязнении пляжей. По всему пляжу дошираки, любимые этими туристами, которые до контейнера не дойдут. Пиво, которое мы каждый день убираем. Потом нас обвиняют, что мы, оказывается, не гостеприимные, злые, заявил абхазец в своем видеообращении. Ирония ситуации в том, что для подтверждения тотального засора мужчине хватило одной упаковки и нескольких бутылок, а мусор был подписан русским туристом. Реакция в интернете не заставила себя ждать. Россияне ответили язвительно и по существу. Держит одну упаковку и при этом всех обобщает. С вашим сервисом, с таким отношением, нечего к вам ездить. Надо просто организовать хороший сервис и уборку, как на всех лучших пляжах мира, пишет пользователь Мила К. Другие туристы задались резонным вопросом. А на этом мусоре было написано, что он выброшен русским туристом. И почему контейнер не на пляже? За такие деньги, которые вы берете с туристов, можно и убрать. Ну теперь-то у вас чистота будет, наконец-то. Особенно язвительными оказались комментарии тех, кто лично знаком с абхазскими реалиями. Поставьте камеру и удивитесь. 90% мусора оставляют местные. В локдаун туристов не было, и мусора было не меньше. Внезапное открытие традиций. Но мусорная война – не единственное направление абхазской контратаки. В республике неожиданно вспомнили о древних традициях, которые якобы нарушают российские отдыхающие. Теперь местные обвиняют россиян в том, что те появляются в общественных местах в пляжной одежде, якобы не уважая абхазские нравы. Хотя многие туристы отмечают, раньше подобные требования никого не волновали. Кто кого содержит? Эксперты туристической отрасли напоминают, почти половина бюджета Абхазии строится на туризме, а более 90% отдыхающих – россияне. За последние годы российские туристы совершили миллионы поездок в республику, но теперь ситуация может кардинально измениться. После скандала люди начали отменять бронирование и призывать к бойкоту поездок в Абхазию. Владельцы туристического бизнеса в панике, ведь именно туристы с дошираками составляют основу местного турпотока, заполняют гостевые дома, питаются в кафе, покупают фрукты и местные вина. Правда о чистоте? Между тем, реальная картина с чистотой в Абхазии и без приезжих далека от идеальной. Туристы регулярно жалуются на загрязненные пляжи, горы мусора, отсутствие централизованной системы очистки прибрежной зоны. На пляже в Гаграх горы мусора, ветки, железа, фантики, ботинок какой-то валялся, рассказывает туристка Ольга, побывавшая в республике. Проблемы с инфраструктурой, изношенные коммуникации, перебои с электричеством – все это реальность абхазских курортов. И винить в этом приезжих, мягко говоря, странно. Кто проиграет в итоге? Туристический эксперт Светлана Демидова объясняет. Богатый турист и турист, который тратит деньги, это совсем не одно и то же. Турист тратит деньги не просто потому, что они у него есть. Он меняет их на сервис, на опыт, на впечатление. Получается замкнутый круг. Чтобы привлечь состоятельных туристов, нужно улучшить сервис и инфраструктуру. Но для этого нужны деньги, которые приносят как раз те самые бюджетные туристы, от которых теперь пытаются отказаться. Неожиданный финал. Абхазская месть может обернуться против самих мстителей. Российские туристы уже начали выбирать альтернативные направления. Ту же Турцию, где за сопоставимые деньги можно получить гораздо лучший сервис. А пляжи Абхазии, возможно, действительно станут чище. Только не потому, что туристы научились убирать за собой, а потому что туристов станет просто меньше.
Власти республики попытались исправить ситуацию, уволив скандальную чиновницу и принося извинения, но осадок остался. И теперь многие россияне задаются вопросом: а стоит ли тратить деньги там, где тебя считают источником всех проблем? Пока в социальных сетях обсуждают кадры с пустыми упаковками от лапши, в деловых кругах начался куда более серьезный разговор. Дело в том, что российские инвестиции в Абхазию – это не просто туризм, это энергетика, транспортная инфраструктура, торговля, банковская система. А значит, и реакция Москвы не заставила себя ждать. На фоне растущего скандала в российских правительственных структурах напомнили: Абхазия – это регион с частичным международным признанием, и без поддержки России ее экономика попросту не выживет. Только за последние 5 лет из России было направлено свыше 40 миллиардов рублей в виде прямых и косвенных инвестиций. И значительная часть этих средств именно на развитие туристической отрасли. Согласно открытым источникам, именно российские деньги позволили восстановить ключевые магистрали, реконструировать десятки гостиниц, модернизировать системы водоснабжения. Именно Россия поставляет львиную долю топлива, продовольствия и медикаментов, обеспечивая базовую устойчивость республики. В Госдуме прозвучали жесткие заявления. Один из депутатов, участвовавший в формировании программы по поддержке Абхазии, прямо заявил: «Нельзя кусать руку, которая тебя кормит. Если кто-то в Абхазии хочет бороться с туристами из России, это его личное дело. Но пусть тогда не ждут ни субсидий, ни инвестиций». В МИД РФ, как обычно, выступили сдержанно, но недвусмысленно. Россия последовательно поддерживает социально-экономическое развитие дружественных территорий. Однако мы исходим из принципа взаимного уважения. Турист – это гость. А гость не должен становиться объектом агрессии. По информации из дипломатических источников, в ближайшее время может быть проведена закрытая встреча представителей российского правительства и администрации Абхазии. На ней, предположительно, будет поставлен вопрос о корректировке ряда программ сотрудничества, включая поддержку туристической сферы. Не исключено, что будет пересмотрена схема субсидирования рейсов в Сухум и условия предоставления оборудования и техники в рамках гуманитарной помощи. Финансовые аналитики отмечают: более 70% валютной выручки Абхазии – это результат туризма, и основными клиентами остаются россияне. Снижение потока даже на 20% приведет к каскадному эффекту. Упадут доходы гостиниц, кафе, транспорта, частного сектора. Это означает рост безработицы, недобор налогов и, как следствие, дефицит бюджета. Российские туроператоры уже фиксируют спад интереса к направлениям в Абхазии на осень и зиму. Некоторые агентства пересматривают квоты на бронирование, а крупные федеральные операторы сообщили о переносе маркетинговых акцентов в пользу Сочи, Адыгеи и Крыма. Это тревожный сигнал, ведь он касается не только текущего сезона, но и будущих лет. Но дело не только в экономике. Поведение отдельных представителей абхазского бизнеса, решивших публично обрушиться на туристов, вызвало негодование и у простых россиян, и у экспертов. Они забывают, что если бы не поток из России, у них не было бы ни гостевых домов, ни доходов, ни стабильности, пишет в Telegram известный путешественник и блогер Алексей. Вместо благодарности – претензии на тему дошираков. Это неуважение не к туристу, а к здравому смыслу. Социологи отмечают тревожный тренд. Среди россиян, посещавших Абхазию, увеличивается число тех, кто отказывается ехать туда повторно. Главной причиной называются не цены и не качество пляжей, а негативное отношение со стороны местных. Именно поэтому эксперты считают, что вмешательство Москвы должно стать не только экономическим, но и информационным. Уже появились предложения провести медиакампанию, направленную на объяснение реальной роли российского туриста, не как нищего с дошираком, а как полноценного клиента и уважаемого гостя. Россия уже давно действует как гарант стабильности в регионе. Однако нынешняя ситуация может вынудить Кремль напомнить абхазским партнерам: поддержка не безусловна. Если политическая и деловая элита Абхазии продолжит поощрять антироссийскую риторику, даже под прикрытием обиды за чистоту, поддержка может быть скорректирована. Политологи отмечают: Россия имеет достаточно рычагов влияния, чтобы напомнить о приоритетах. Один из них – энергетика. В случае ухудшения отношений возможно ужесточение условий поставок. Еще один рычаг – международная поддержка. Без российской дипломатии Абхазия остается в изоляции. Наконец, третий – сезонная миграция. Россия может ограничить внутренние туры, тем самым ударив по самой уязвимой точке.
Тем не менее, Россия демонстрирует готовность к диалогу. Уже несколько представителей туротрасли обратились к российским агентствам с письмами, в которых выразили сожаление по поводу сложившейся риторики. Некоторые отели публикуют у себя в социальных сетях посты с извинениями и призывами не судить всех по одному. Среди предложенных мер выхода из кризиса – проведение совместной российско-абхазской кампании по продвижению курортов, введение обязательного пляжного патруля и контейнеров с сортировкой мусора, создание горячей линии для туристов, где можно сообщать о нарушениях или хамстве со стороны персонала, повышение стандартов обслуживания и сертификация гостевых домов по российским стандартам. Все происходящее обнажает глубокую проблему – отсутствие туристической культуры, построенной на уважении. Турист – это не мешок денег и не объект для критики. Это партнер, гость и вклад в экономику. И Россия, как государство, предоставляющее этот поток, вправе ожидать соответствующего отношения. Абхазии предстоит решить, хочет ли она быть частью экономической модели, основанной на уважении и взаимной выгоде, или будет продолжать путь эмоциональных выпадов и репутационных потерь. А Россия, напомнив, кто и зачем приезжает на эти пляжи, лишь укрепляет свою позицию. Не давит, не угрожает, а действует строго в рамках цивилизованных отношений. И именно в этом главное отличие подхода Москвы. Уважение прежде всего. Но и ответ будет достойным, если уважение утеряно. Риторика Москвы сменила тон. От нейтральной поддержки к сдержанному раздражению. То, что еще неделю назад казалось просто медийным казусом, теперь превращается в показатель зрелости отношений между двумя партнерами. Или, в случае с Абхазией, подопечными и наставником. Как заявили в Совете Федерации, Россия намерена провести аудит эффективности всех программ помощи Абхазии, в том числе инфраструктурных. Один из сенаторов подчеркнул: «Мы помогаем не из прихоти, а из ответственности за стабильность в регионе. Но уважение должно быть взаимным. И если его нет, это повод для пересмотра». Намерения Москвы серьезны. В финансовом блоке обсуждают возможность сокращения части субсидий, если власти республики не проявят решимость исправить ситуацию. Более того, звучат предложения временно приостановить межправительственные гранты и перевести часть помощи в формат целевых кредитов, с четким контролем за расходами. Для России Абхазия – не просто пляжный анклав, это важный южный форпост, стратегически значимый регион, через который проходит немало интересов, от логистики и энергетики до гуманитарной миссии. Но союзничество невозможно без политической зрелости с обеих сторон. И сейчас Россия как бы говорит: «Мы с вами, пока вы с нами». Российские туроператоры уже начали корректировать свои предложения. Некоторые крупнейшие компании вычеркнули Абхазию из пакетов на 2026 год. Другие предупредили: если риторика не изменится, вся рекламная и информационная поддержка будет перенаправлена в пользу других регионов юга России и стран с проверенным отношением к российским туристам. На фоне этого в самой Абхазии пошел раскол. Более дальновидные представители бизнеса начали публично извиняться, осознавая, какую угрозу несут эмоции, выплеснутые на федеральную аудиторию. Один из отельеров из Нового Афона записал видеообращение, в котором поблагодарил российских туристов за многолетнюю поддержку. «Нам есть над чем работать, и мы знаем об этом. Но вы – наше все. Без вас не будет нас», – сказал он. Но иное настроение сохраняется в части абхазского общества, особенно среди радикально настроенной молодежи. Там по-прежнему звучат обвинения в адрес туристов-нахлебников, призывы к ограничению въезда для граждан России и даже лозунги о настоящем суверенитете. Такие настроения тревожат и абхазских чиновников, и российских кураторов. Ведь они грозят не только репутацией, но и стабильностью в целом. В ответ Россия решила использовать любимую формулу мягкой силы, но с жестким акцентом. По данным источников, в правительственных структурах готовится информационная кампания, призванная рассказать жителям Абхазии, откуда берется электричество в их домах, топливо на заправках и хлеб в магазинах. Кампания будет вестись не только в СМИ, но и через социальные сети, YouTube, Telegram-каналы, с простой мыслью: «Россия рядом, но не обязана». В образовательных учреждениях республики планируется проведение курсов, финансируемых из России, по развитию туристической культуры. В приоритет попадут темы, связанные с обслуживанием, уважением к гостю и международными стандартами сервиса. На данный момент курортный сезон в республике уже под угрозой. Некоторые гостиницы фиксируют отмену до половины броней на август и сентябрь. Владельцы кафе и ресторанов сообщают о спаде выручки на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Это только начало, если ситуация не изменится.
Туристический рынок очень чувствителен к имиджевым ударам, и если репутация враждебного приема закрепится за Абхазией, восстановить доверие будет крайне сложно. Особенно на фоне конкуренции с Сочи, Крымом, Турцией и даже Арменией и Ираном, которые активно развивают внутренний туризм. Любопытно, что конфликт выходит за рамки гость-хозяин. В самой Абхазии начался тихий спор между элитой, понимающей цену российской поддержки, и радикально настроенными группами, выступающими за туристическую независимость. Но, как справедливо отмечают экономисты, никакой независимости не может быть в условиях, когда валюта и инвестиции приходят из одного источника – России. И если этот источник перекроется, то на смену доширакам придут очереди за субсидиями и гуманитарной помощью. Пожалуй, в этом и заключается зрелость российского подхода. Кремль не выкатывает ультиматумов, не шантажирует, не угрожает, но действует расчетливо и системно, показывая, как могут измениться обстоятельства, если нарушить базовые принципы партнерства. Именно это отличает российский стиль от колониального давления, не принуждение, а моделирование последствий. Выбор за вами, но ответственность за последствия тоже на вас. Таков негласный месседж. Сейчас у Абхазии есть несколько вариантов развития событий. Путь здравого смысла. Признание ошибок, публичные извинения, реформы в туристической сфере, инвестиции в чистоту, сервис и инфраструктуру. Это вернет доверие и укрепит сотрудничество. Путь упрямства. Продолжение обвинений в адрес туристов, попытки выстраивания национального туризма без России. Этот путь гарантирует падение доходов, ухудшение качества жизни и, возможно, политическую нестабильность. Путь промежуточный. Формальные извинения и параллельная попытка сохранить лицо перед внутренней аудиторией. Он может отсрочить кризис, но не решит проблему, а лишь затянет ее. Абхазия сегодня стоит перед зеркалом, в котором отражается не только экономическая зависимость, но и культурная зрелость. И в этом зеркале Россия выступает не как хищник, а как партнер, который долго терпел, помогал, инвестировал и не требовал сверхъестественного, только уважения. Если республика это поймет, она сможет сохранить не только поток туристов, но и саму возможность на развитие. Если нет, у России достаточно возможностей, чтобы направить свой интерес туда, где умеют ценить поддержку. И это будет справедливо. Россия не требует поклонов. Она требует простого. Если хочешь помощи, будь партнером, а не обвинителем с упаковкой от лапши в руке.